Один раз с Денисом мы тут почти все озеро вдоль и поперек блесну кидали, но ни одной щуки тоже не поймали мы. Хотя есть тут они, уверен, они есть. Ну не хотят, что поделаешь. Берег хороший тут ходить. Ну вот, обрыбились наконец-то. Окушок соизволил мою блесну. Вон он, первый, возле берега. Ок, чуть-чуть не успел включить камеру, ребят. Щучка там была, но не крупная. Такой, как сказать, я видел, как он подошел к блесне. Интересный такой моментик был, но не крупный. Крупная рыба. Я ему немножко больно, наверное, сделал, не подойдет больше. Ну, у меня камера всегда выключена, а уже последние моменты, если какой-то подход рыбы есть, включаю. Ну вот видите, чуть-чуть слабинку, буквально доли секунды даешь, и рыба выплевывает. Еще метров 50 прошел, а тут такой бурелом. Не, разворачиваюсь. Хватит. Хватит на сегодня. Одно окушко поймали. И все. Муравейник. Муравейник тут на горке. Обратно возвращаться, блин. Вообще непроходимо. Везде вот грибы. Сейчас много этих видел. Сухие грузди. Тоже гнилые, очень уже все. Ты смотри, куда я залез вообще. Так. Так. Одно я знаю. Если, скажем, рыба берет, он подходит. Раз, второй раз подошел в разных местах. Тогда уже можно ходить по всему озеру. Значит, рыба берет. Вот сегодня сколько озер я проверил. Вообще полный штиль. Фу, блин. Как бы выбраться отсюда. Ага, вот она. Так, недалеко дорога там. Ну вот. Дорога. Ну, аппетит я нагулял. Не знаю по времени, сколько уже побродил я. Сейчас уже без остановки буду возвращаться домой. Как бы до избы, я имею в виду. Затопим печку, костер.
отдохнем, а там посмотрим, что дальше делать. И первоначальный вывод такой сделал для себя, что 2 ночи я тут ночевать, наверное, не стану. Сегодня целый день я буду бродить. Переночуем, завтра уже также целый день у нас будет. И вечером, думаю, поеду я. В планах у меня была охота на уток. Что хотел я, где хотел спиннинг покидал. Убедился, что не ловится рыба. И еще хотел поймать, поймать это другое, как сказать, на жерлице там, на лим попадет или нет, там надо еще ерша поймать. А вот хотел еще я грибы собрать. Но все, сезон грибной прошел. Грибной сезон. Тютюр надо было дней на 10 раньше, если я сюда приехал, я бы набрал грибов. А сейчас тут все. Красноголовиков я не видел. Но еще, может, вечером пройду еще один сосновый бор. А так, здесь, где я проходил и возле дороги, нигде ничего не растет. И также нету этих для сления таких свежих выходов. Тоже нету. Вот. За утренний поход видел я 2 уток. 2 утки видел. Может, одна и та же утка в 2 местах была. Потому что взлеты одинаковые, такие, как будто похожи на подранка. И вот видел еще одного лося. Все, больше ничего. Ни рябчиков, ни свиста, ни выстрела, нигде ничего нет. Короче, вот если присмотреться, он там, как похоже на старицы и таежные, вот такие хитрые озера там есть. Я один раз, так, что по пути я поговорю с вами, расскажу одну историю. Вот. Я, короче, охотился также на уток и с собакой. У меня собака была Марта, которая активно работала на уток, очень хорошо работала. И добывали мы с ним немало уток. Я стрелял, она выносила тут в озеро, сейчас еще гляну. И один раз тоже такой случай был. Ну-ка сейчас. Волн никаких нету. Да. И случай такой. Ой, блин. Вода. Вот первый раз, когда я в одиночку увидел лося, этот случай был. Короче, шли мы, проверяли озера. И вдруг я услышал вот какие-то вот, как будто по воде кто-то шагает. Что за зверь, думаю. Потом вышел на озеро. И знаете, вот метров 30 от меня, наверное, лось. Посередине этой старицы, не глубоко. Примерно ему по колено. Если человеку чуть выше, конечно, но у него до колена вот этот, скажем, кости длинная. Я его увидел. И от моего шума он так дернулся. Вроде самка тоже была, не помню рога. Но он крупный, этот лось был очень крупный. А сегодня это, наверное, примерно ему, наверное, от силы 2 лет, наверное, даже нету ему. Она может быть, сейчас вот гон начался, вот, и самка, мама у этого лося выгнал его или ее. Через 2 года, наверное, они как бы выгоняют свое дитё. 2 года лось ходит с детенышами,
а потом уже старшего выгоняют, младшие, вот годовалые еще у него остаются. Двухгодовалые в одиночку потом бродят. А в те годы, вот когда первого лося я увидел воочию, это был крупный лось, большой. Ну, короче, фиг с ним. Он от меня начал бежать лось, и Марта там выскочила, и, ну, тоже увидела ее бегом, и они перешли эту старицу, побежали в лес. Собака за лосем. Ну, думаю, сейчас вынесет мне мясо свежее. Ну, так шучу, конечно. Ну, прогнала лося. Она и не зверевая собака была. Если тулан, вот, если сейчас вот с этим лосем тулан встретился, тулан бы не отстал. Вот тут чего-чего, но тулан это по лосю он, конечно, активно работает. Вот. И побродили бы они с лосем. Загнал бы лося. Вот. Ну, я вообще в планах у меня собак сегодня не было, чтобы брать. Я надеялся, что будет много уток, удастся пострелять. Да, и рябчики тут по пути. Вот в этих местах тоже очень много было раньше. В прошлом году. Так, там что? Там утка, ребят. Блин. Заметила меня. 2 штуки их. Далековато, конечно. Но вот такая херня, короче. Хорошо сидят, но чуть-чуть далековато. Вниз смотрят. Сейчас здесь попробую. Улетели. Но чуть-чуть далековато, перья остались. Метров 50, наверное. Подранил пацанчика. Не, умирает вроде. Но лодку лучше добыть. Один есть. Выше избы это по течению будет плыть, и я на лодке сюда подъеду. Или спиннингом попробую там, покидаю. Ну, примерно так, ребят. Спонтанная утка получилась у нас. Он плюет. Двое улетели вниз. А этот откуда он прилетел? Где-то выше он сидел вроде как. Ой. Вот так вот. Ну, попробуем спиннингом достать. Ни разу утку спиннингом не доставал. А те утки... Но чуть-чуть, наверное, подранил его. Там с другого берега озеро тоже есть. Может, туда они залетят. Сейчас я ниже спущусь и где-нибудь надо зайти.
Ух ты. На середину реки уже ушла. Пипец. И лодка спускается. Кто, интересно, едет там? Вон клюет. А! Господь! А! Господь! Сутли! Утка се судят, утка се! Тана утка! Вот знакомый подвернулся вовремя. Фидея 9,9. Вот это, понимаю, едет. 9,8, 9,9. Хорошие моторкины. Прям летит. Он вчера поднимался, сегодня спускается. Ну что, вот такой, это получается свияж. Первая осенняя утка у нас. Первая добыча. Не надо писать мне, ребята, очень прошу, не надо писать мне с поля. Если хотите как-то что-то пишите, это добыча. С добычей, еще что-то, но не с полем. Это глупое слово поле. Кто придумал, не знаю. Это не по коме, не по-нашему. По-нашему это надо просить извинения, прощения у добычи. И все, наверное. Только так. И никак по-другому. Знакомый не хочет сниматься. И я его не снимал. Сразу не понял. Кричать пришлось, блин. Пришлось кричать. Потом уже сразу не заметил, что утка там плюет. Он брата вчера отвез, видимо, до избы. Там оставил. Наверное, всю осень там будут они охотиться. Ладно. Хоть это и то ладно. Это уже не пустыми мы возвращаемся. Спасибо природе, что дает нам. Так. Еще в рюкзак не положил. Спиннинговую удочку я забыл. Болтал и вот тебе наболтался. Не помню, где я ставил. А, нет, здесь следы мои. Вон он. Правильно вышел. Так. Вышел-то вышел, а. Так. Вон он, ёб твою. Вообще забыл про него. Хорошо, что недалеко. Метров 100, наверное, прошел только. Короче, я уже на избе поставил на зарядку аккумуляторы. Вообще зарядки ничего не осталось. 5 аккумуляторов, все, разрядилось уже. Поснимал немало. Сейчас я затоплю печку и буду отдыхать. Буду отдыхать. Это я имею в виду, буду варить. Чай сварим, суп. Нормально пообедаем, не спеша. И по пути я буду, как сказать, кирпичи убирать. И еще привез я сюда жестянку. Вот сюда я еще прикреплю. И еще здорово будет. Ну, когда уходил, я уже в печку
Накидал дров, чтобы прийти сразу растопить. Или затопить, как-то все путаю. Да ладно. Быстро нагреется изба. Вот дверь открыта, скажем, и дым, тяга идет хорошая. Наружу вообще ни капельки не выходит. Ну все. Ну вот. В принципе, нормально получилось. Так, закрепим. Короче, тут жестянку я установил. Ножницы не взял, а лишнее там померил, оказывается. Сейчас прикреплю на саморезы его. Но это для того, чтобы вот эти кирпичи не отходили. Потому что, ну, один, второй раз там нечаянно там поленом стукнешь, и они будут шататься, потом отходить. А так поставлю и думаю, лучше будет. В избушке очень тепло уже. Чайник начал жужжать, сейчас скоро он закипит. Ладно, сейчас я прикреплю эту жестянку. Этот ящик, ребят, вот,
сварочного аппарата. Вот ручка привез. А вот саморезы, толковых саморезов у меня тут нету. Саморезы только короткие. Даже куда я кину. Старый гвоздь, древнейший. 4 самореза даже. Ну какой есть, такой придется прикрепить. Это у меня старая, ну старый древняя дверь. Как бы межкомнатный. Жили. Знаете как, тяжело жили мы первое время. Ну, самодельная дверь, ДВП обшивали. Это сейчас как-то уже прикупили нормальную межкомнатную дверь. Но раньше обшивали вот этими самоклеющими обоями. Вот. Ну вот поменял вот со временем поменял я эту дверь межкомнатную. Старую дверь я вот сюда приволок. Ну вот. Еще один саморез прикручу. И здесь, в принципе, красоты не надо никакой. Тоже отошла все. Саморезы я забыл. Я думал, тут всяко разные саморезы. Оказывается, я только гвозди разные привозила. Саморезы. Саморезов вообще не было тут. Саморезов, оказывается, тут вообще не было. Я эти мелкие саморезы привозил, когда, знаете, ремонтировал. Он там жестянку ставил. А, нет, обманываю. В доме ставил жестянку в избушке возле потолка. Жестянку прикручивал к потолку, вернее. Тут чай закипел уже, все. Кипит полным ходом, надо заваривать. Заваривать так же, как и во второй избе. Очередной чайник у меня. Так, очередной чайник сейчас. Ну, показывать, в принципе, то же самое, что и во вторую избу я прикупил. Только вот тут красный. Сейчас писали в комментариях, что этот пластик может в мороз лопнуть, так что летний период будем использовать. Скажем, зимой не знаю, как быть. Обычный чайник такой же вот. Сейчас я заварю, будем пить свежий чай.